Здравствуйте, уважаемые слушатели! Вы снова на подкасте Министерства юстиции. Сегодня у нас в гостях Аяз Долоспекович, подкаст 2.0. Мгм. Сегодня мы будем говорить, Здравствуйте. да, здравствуйте. Сегодня мы будем говорить в целом о системе юстиции и о его прошлом, настоящем и возможном будущем. Здравствуйте, Аяз Долоспекович. Здравствуйте, Жульдас. Очень приятно снова вас видеть здесь. Мне тоже приятно. Да, прошлая наша встреча была настолько интересной, что мы решили повторить эфир. Я всегда к вашим услугам. Аяз Долоспекович, прежде чем перейти к нашим основным темам, давайте мы поговорим немного о вас. Как, даже неправильно как, насколько давно вы в системе юстиции? С чего вы начинали свой путь? В системе юстиции я попал со студенческой скамьи в 1999 году. Проработал в Министерстве юстиции год и 10 месяцев до 2001 года мая. То есть на должность ведущего, главного специалиста, почти замначальника Главного управления законодательства. Потом уже перешел в аппарат премьер-министра в юротдел экспертом. Там я тоже проработал год и 2 месяца. Вот вся моя работа была. 3 года в общей сложности на госслужбе. Мгм. И потом уже я вернулся сюда официально в 2022 году. В должности директора Института нормотворчества и верховенства права. И считайте, если чисто так считать, то год и 10 месяцев, и сейчас почти 4 года. Нет, и когда Между я ними говорю про систему юстиции, я не говорю именно про Министерство юстиции. Да? В целом я знаю, что вы в аппарате президента тоже работали в сфере, юридической сфере, так сказать, да? Международные организации, где вы тоже выполняли какие-то такие юридические функции. 20 лет, я считайте, с 2002 года по 2022 год. 20 лет я работал в проектах в международных организациях, занимался консалтингом, бизнес-планированием и так далее. То есть это все, это было не только чисто законодательство. Да? Ну, конечно, все проекты, все те направления, где я работал, они были связаны именно с реформами, со стратегическим планированием, с реформой госуправления, с административными реформами, с реформами там, в сфере регуляторики и так далее. То есть, в принципе, везде был элемент разработки законодательства, анализа законодательства. То есть это были большие проекты, были краткосрочные проекты, разные направления. Да. То есть сейчас я, если подниму свое резюме, там, наверное, как минимум 60-70 мест работы будет, то есть чем я занимался да, всю свою жизнь. Даже при мне, да, при мне, 20-й год и 21-е годы, когда начиналась масштабная инвентаризация законодательства Кыргызской Республики, ну, своего рода это фундамент нынешней дебюрократизации. Вы там очень активно участвовали. Ну да, я там был координатором всей этой работы. То есть я писал непосредственно методологию инвентаризации, сам дизайн проекта делал, как проводить всю эту работу. То есть вместе составляли рабочие группы, определяли, самое главное, определяли предметы инвентаризации, то есть как на 330 законов вышли. Да? Что это тоже была проблема да, для всех. Когда была задача провести инвентаризацию всех законов, всего законов у нас действующих на тот момент было 3700. А сейчас сколько? Где-то тоже где-то в пределах 4000 действующих законов. Да? Но что именно инвентаризировать? Да? Вот тогда и пригодился подход, который мы еще отрабатывали еще в те года. Потом тоже развивали, расширяли. То есть мы определили четко, типизировали все законы. Как вы чипизировали? Типизировали. Да. Ну, то есть все законодательство, все законы, что там, по каким вопросам принимались. Их разложили по типам. То есть утратившие силу отдельно, внесение изменений отдельно, потому что они уже сидят в законах. Да? То есть смысл их инвентаризировать, они уже там сидят в основных законах. Законы о ратификации, они там нормы содержат, да? Их где-то там на тот момент 1500 или 2000 было
закон это административно-территориальном устройстве, там тоже норм нету, да, там переименований и так далее. То есть мы по типам разбили по типам и выявили, что всего у нас около 420 законов и кодексов, да, включая конституционный закон. То есть те, которые содержат нормы права, да. А все остальное это либо внесение изменений в них, либо те, которые не содержат норм права. Это закон о бюджете, закон о ратификации, административно-территориальное устройство там, и так далее. То есть всего где-то мы на 11 типов я разбил их, все эти законы. И мы, исходя из этого, вывели предмет, да, 410-20 законов, которые надо провести инвентаризацию. Потом в процессе обсуждения уже общее число законов сократилось до 330, потому что там уже по остальным законам уже работу вела администрация президента. То есть новый закон они уже сами разрабатывали. То есть это Для чего это надо было? Это надо было для того, чтобы понять, насколько наша система законодательства отвечает требованиям времени, да? Почистить само законодательство, потому что в реальности законодательством никто не занимался до этого, да? То есть серьезно, то есть такого, с точки зрения аналитики, да? То есть никто не анализировал, насколько законодательство работает, да? Насколько законодательство устарело или не устарело, да? Насколько оно решает задачи, да, поставленные при принятии их, да? Насколько оно эффективно, есть ли действительно в этих законах нормы права, да? Потому что мы выявили очень много законов, которые были чисто декларациями, которые не приводили к никаким правовым последствиям. Да? То есть это было, с одной стороны, чисто техническая инвентаризация, да, то, чтобы понять, да, что актуально, что не актуально, что содержит нормы, что не содержит. С другой стороны, уже как бы зачистить правовое поле, сделать очень нормальные законы, да, оставить нормально. Там вообще идея вначале была вообще другая, да, когда в указе президента стояла задача именно подать на утрату все законы и разработать новые. Гильотина. Да, новые законы разработать в течение года. Но потом уже в процессе решили сделать так, что мы проводим анализ законов. И, соответственно, первая задача это была непосредственно определить предмет, что анализировать. Второе, как анализировать. Как анализировать, вот это уже была вторая задача. То есть, на предмет чего анализировать. Вот пришлось разработать методологию анализа, в рамках которой были определены ряд критериев, то есть соответствие там, Конституции, наличие там, декларационных норм, да, соответствие международным там, обязательствам и так далее и тому подобное. Да. И вот на каждый закон анализировался соответствующими экспертами, рабочими госорганами на предмет соответствия этим там, порядка 20 критериев. Да. И по каждому критерию выставлялась оценка, да, бальная система была. Если закон набирал определенное количество баллов, там тоже была система. То есть до такого количества закона надо подавать на утрату, не нужно, до такого количества надо внести изменения, до такого количества не надо ничего трогать. И на основе этого мы выявили, получается, в течение полугода, что нужно было делать. Можно ли сказать, что проведенная тогда работа является основой нынешней дебюрократизации? Частично. Да. Та работа, она была как бы в реализацию указов, да, то есть когда президент вступил в полномочия, одним из первых указов, то есть, по-моему, 5 или 6 указ, был провести инвентаризацию. То есть он уже по всем направлениям ставил такие глобальные задачи, и это в сфере законодательства была поставлена одна из этих глобальных задач, то есть понять, с чем мы работаем, что мы делаем, по новой законодательству выстроить. А уже дебюрократизация, это уже было, то есть это анализ, инвентаризация показала наличие огромного количества проблем в самом законодательстве, самих законах. То есть очень много было устаревших, неактуальных норм. Да. Мы до этого, то есть, проводили лет 5-6 назад, в 2016 даже, по-моему, году для депутатов оценку вообще по реализации полномочий правительства, да, предусмотренных законами. То есть мы проводили анализ всех законов на предмет наличия там подзаконных актов. Да. И тогда еще мы выяснили, что 24,5% норм, да, которые содержатся в законах, которые требуют принятия подзаконных актов, они не были подкреплены подзаконными актами. То есть даже законы 90-х годов не имели подзаконных актов. То есть, по сути, они не работали.
есть они были на практике, но в реализацию их норм не были приняты подзаконные механизмы, да, как их реализовывать. То есть это уже Получается, о них даже забыли, раз пришлось их То есть, да, вытаскивать. а когда у них спрашиваешь, вам зачем этот закон, если нет подзакона? Нет, он нужен. Он нужен, он просто нам нужен. То есть люди не понимали, да, зачем эти законы нужны. Вот у них есть и законы. Были законы, которые вообще не соответствовали статусу закона, да? То есть в рамках инвентаризации. То есть какой-нибудь закон, например, там, я не знаю, там, о Госфиннадзоре был закон, да? Закон о органе, отдельном органе. В свое время были такие, Непорядок, куча законов было. Там, в наше время, когда еще мы работали, был закон о налоговой службе, закон о таможенной службе, там, закон о фонде госимущества был. Вот такого рода законов куча было. Да? До сих пор несколько таких законов осталось. Ну, я сейчас не буду их озвучить, чтобы потом не было, как говорится, споров. Но мы тоже предлагали их подать на утрату, потому что это, по сути, там, они не соответствуют, они статус закона, они не решают важных общественных отношений. Да? Они направлены на какой-то индивидуальный организационный вопрос. Да? Это чисто вот, например, ну ладно, скажу, да, закон о торгово-промышленной палате, да? Есть такой закон, да? Но это чисто устав торгово-промышленной палаты. Единственная норма, которая у него есть, это то, что он выдает сертификаты происхождения товара. Все. Зачем законом утверждать устав организации? Какие еще там есть? Правовых норм там нету. Это чисто внутренний документ. И вот эта инвентаризация как раз таки помогло выявить набор ключевых проблем в самом законодательстве. И потом другой момент, то что когда проводили оценку, мы также работали с госорганами, спрашивали, как эти законы работают на практике. И выяснилось тоже очень много моментов, что очень сильно либо забюрократизированы процедуры, да? Либо вообще нету процедур. Либо все работает как по традиции. Да? То есть, никто не знает, где не написано. Написано там, что они это делают. А как это делают? По традиции. Да? То есть непонятно. Да? Вот крив, кось. То есть четко процессы не расписаны, процедуры не расписаны. Это тоже порождает, да, хаос, да, и возможности для коррупции. Да? И поэтому, некоторые сферы вообще забюрократизированы настолько, что там сами сотрудники госорганов не понимают, что к чему. Да? Аж какое-то бремя для населения, для бизнеса, для других, да, кто должен получить какие-то соответствующие там, не знаю, там, процедуры, да, согласно этим законам. Поэтому это тоже помогло высветить все эти проблемы. Поэтому, исходя из этого, когда институт создали, мы написали вот первые, получается, до этого несколько попыток было в течение 20 лет. Да? Даже я, по-моему, в 2000 году, тогда еще мне задачу поставили написать концепцию развития законодательства. Тогда еще мы ее написали, отправили, но так ее не утвердили. Да? Но вот после этого были какие-то попытки, делались, но так и ни разу не утвердили, ни разу там какой-то стратегический документ в сфере правовой политики. И вот в 2022 году поняли, что нужно четко определить стратегию, да, куда нам двигаться, то есть где мы сейчас вот именно в сфере правовой политики. И в эту концепцию правовой политики мы как раз и заложили все эти проблемы. И вот эта концепция правовой политики как раз таки стала как бы формализацией политической воли, да, что нужно делать и куда двигаться. Да. И сейчас, когда вошли, мы уже ее, в принципе, неплохо так-таки реализовали. Можем ли мы связать появление ИНВП института, да, со всем этим процессом? Ну, появление института, оно всегда было на устах, всегда было, как говорится, всегда каждый министр хотел создать такой институт. В основном все хотели это создать, потому что такой институт был и существует в других странах, да? В том же Казахстане институт законодательства, в том же в Узбекистане, там вообще при президенте институт законодательства, там, в России там мощный институт. Да? И всегда говорили, нам нужен тоже такой институт. Да? Но никто не мог довести до ума, да? Потому что не понимали, наверное, не могли, говорится, продать руководству, да? Почему это нужно. Да? Если есть целое министерство юстиции, зачем вам еще институт? Есть академия наук, там, институт государства и права, вам зачем институт какой-то. Да?
То есть не могли обосновать. Ну, с приходом нынешнего министра Айза Батыркуловича он сказал, что это надо, он смог это обосновать, продвинуть. И в декабре 2021 года постановление вышло о создании института. И в 2022 году, в январе, меня пригласили работать директором, и я, соответственно, началось становление. И, соответственно, тогда тоже было, вначале тоже было непонимание. Да? Я не скажу, что мы прям сразу четко поняли свою роль, функционал, да, место в системе, то есть что-то не понимал. Потому что до этого были попытки там, создать такого рода институт там, в парламенте, в академии, юридической академии, и они все провалились. Да? То есть уже были попытки? Да, в конце концов они превращались в чисто такой инструмент, который без финансирования, там, без донорского финансирования не работал. Или он работал чисто на личные интересы там, каких-то там, отдельных личностей. Да, там, депутаты там, просили их там, что-то разработать для них, и для них-то разработать. То есть не было такого подхода да, системного. И у нас тоже вначале была такая проблема. То есть что мы должны делать, кто мы, что мы, да? Чем мы отличаемся от госоргана. Тем более у нас, я все время говорю, у нас наш функционал, наши задачи, они, ну, в принципе, да, вот наш функционал, вот разработка, экспертиза, там, то есть все, это в принципе не уникальная да, задача, не уникальная функционал. Есть, это каждый госорган занимается этим. В том числе, есть штаты юристов, которые этим занимаются. Да, в том числе и Минюст. Да, вот. То есть нам нужно было понять свою роль четко, да, кто мы, как мы влияем вообще, как мы встраиваемся в это. Да. Потому что и у госоргана тоже, у того же Минфина сколько вопросов было, зачем вы нужны, если есть целый Минюст, что вы подменяете там, как говорится, задачи Минюста, видите, Минюст, там типа еще одно управление. Но фактически со временем мы как бы вышли на нынешний, как говорится, как можно это сказать, да, на нынешнее состояние, да, что ли, да, понимание того, кто мы и что мы, да, как мы влияем, да, в целом на политику. И, соответственно, сейчас мы уже четко видим, да, понимаем, для чего мы нужны. Да. И я вижу, что и госорганы тоже, и все вокруг понимают уже, для чего нужен институт. Возможно, государственники понимают. Ну, например, вот я до сих пор до конца не вижу, да, в чем роль института. И хотелось бы узнать, потому что я вижу, что институт участвует в процессе дебюрократизации, разработке, в экспертизе, во всех правовых каких-то действиях, да? А в чем роль института в нынешнем госустройстве? Вот Министерство юстиции, да, вот вроде бы оно само должно все это делать, да, в рамках своих полномочий, задач, но по сути Министерство юстиции тоже очень сильно перегружено, да, задачами. Да, это работы. Определенно, да. То есть по сути у них нет времени немножко посвятить себя такому анализу, да, анализу, аналитике, выработке там, новых подходов, системных подходов. И, соответственно, мы не так сильно загружены рутиной, да? У нас больше такого стратегического рода задачи, да? Поэтому у нас есть больше времени, как говорится, в этом плане, хотя у нас времени тоже не так много, да? То есть у нас задач много, то есть если прошлый план Минюста посмотреть, то 70% всех там мероприятий были на нас. То есть именно в части, как говорится, таких серьезных задач, да? То есть мы на себе тянули, да? И, соответственно, у нас есть другой подход, нестандартный подход, нестандартное мышление. Да? То есть мы смотрим на все как с точки зрения системы. Да? То есть и у нас тоже наш институт кадровый потенциал очень тяжело было собирать. Очень много людей прошло, но, по крайней мере, каждый какой-то вклад внес. И мы выстроили, да, какую-то четкую логику действий, да, четкую логику процесса. И вот эта концепция правил политики, она тоже как бы стала таким краеугольным камнем, да, который задал направление, где мы начали работать, и дал основу для всех этих реформ. Да. То есть это как бы все происходило, это не было как бы все как бы запланировано там 5 лет назад, да, четкий план действий. Но тогда, когда я приходил сюда, мы вначале тоже как бы стратегическую сессию делали, нанимали эксперта, и мы вместе с ним как бы
продумывали вообще стратегию, да. Мгм. В принципе, вот эта стратегия сейчас, как бы, она была после создания института. То есть не было до создания института четкой стратегии. Да. После вот мы эту стратегию разработали. Были 22-23 года, 22 год, да, 22 год начало. Соответственно, вот эта стратегия, да, по сути, она была наша личная стратегия. Мы ее не утверждали ничем. Мгм. Но по сути она вся легла и в концепцию правовой политики. И вот сейчас мы по ней двигаемся. Я вижу, что мы действительно решаем вот эти задачи, то есть вот те, которые мы тогда еще заложили. Да. Очень много формировалось в процессе, да? В процессе уточнялось. То есть мы подключались ко всем новым делам, да, то есть, потому что у нас тоже было время, экспертиза, потенциал, то есть, и мы могли посвятить время этому, да, ну, свои подходы работать, да. То есть у нас люди все, которые пришли не только, там, например, не чисто госслужащие, да, у всех разный опыт, да. Я могу сказать, что у нас процентов 60 сотрудников, они раньше в Минюсте работали, в администрации, в аппарате работали, в разных других госорганах работали, с разными образованиями, с разным бэкграундом, да, хорошим бэкграундом, аналитики, да. 60% тоже английский язык знают, да, работают с международными организациями. То есть вот эта комбинация опыта, да, опыта, знаний и так далее, понимание ситуации, совместная наша работа, да, мы любую проблему мы вместе сообща обсуждаем и вместе сообща работаем, то есть, чтобы каждый понимал, учился, да. Вот это, я думаю, помогло создать уникальную, говорится, площадку и атмосферу внутри, да. То есть у нас нету стандартной бюрократии. Я не хочу, чтобы наш институт как бы превращался в бюрократический государственный орган. Да. Мы пытаемся создать там, и создали условия, когда именно для творчества. Да. По сути, мы занимаемся творчеством. Да. Здорово. Получается, стратегия ИНВП легла какой-то основой концепции правовой политики, верно я понимаю? Практически большей частью, да. Да. Я знаю, что сейчас уже разрабатывается следующая концепция, да? Да, уже первые наброски есть. Уже, да. Сейчас, ну, там в основном это части того, что мы не доделали, да, какая-то часть, и новые направления. То есть уже, то есть тот фундамент, который мы создали в рамках первой концепции, уже второй этаж. Второй, третий этаж уже, да. То есть углубление, усиление. То есть, например, мы говорим, что нужно внедрять, уже работать над машиночитаемым правом. Да, это связь технологий и нормотворчества. Да. То есть мы новую концепцию хотим. Да. Машиночитаемое право. Машиночитаемое право. Да, чтобы машина понимала. Ну, сейчас искусственный интеллект. То есть все. Ну, это чтобы было не просто там, да, как в чате GPT там набрал, там он понятно, что там накидал, та система информационная, которая весь цикл политики, да, начиная с идеи, заканчивая мониторингом, оценкой эффективности принятого решения, чтобы она была в единой системе, и внутри был искусственный интеллект, который именно знал был обучен на нашем законодательстве, да, чтобы он мог сразу и в контексте нашей страны соблюсти все нормотворческую всю технику, что вот эта нормотворческая, которая занимает 50% времени всех государств, чтобы она ушла как проблема, да, раз. Чтобы юридическая экспертиза, она уже автоматом шла там же, да. Процесс согласования внутри, процесс совместной работы над одним документом всех госорганов, чтобы не было вот этого, да, пересылки. Туда же заходили свои там же правила, да. Самое же главное, это же не вот это прохождение бумажки, а самое главное результат. То есть мы идем к какой-то автоматизации, да? Да. То есть это сейчас вот об этом мы очень много говорили, вот Е-норма, никто не понимал, никто не видел, но сейчас с развитием искусственного интеллекта все видят, что а что, надо в этом направлении двигаться. Поэтому здесь еще больше не просто там искусственный интеллект применять при анализе, при экспертизе, а внедрять машиночитаемое право. Это чтобы машина понимала законы, понимала нормативные акты, да, понимала их соответствие, роль, там, иерархию, все полностью понимала. Да? Насмотревшись фильмов про Терминатора и всякое такое, довольно страшно. Ну, страшно тем, кто не понимает. А страшно тем, кто, как говорится, никогда этим не занимался. Вопрос же в том, что это убирает рутину, это повышает прозрачность, это
ускоряет процесс. Мгм. Это обеспечивает, то есть мы, почему эту часть, вот именно часть рутины мы хотим, чтобы она занималась машиной, чтобы люди сконцентрировались, специалисты, все говорят, что сейчас хорошо внедрить искусственный интеллект, завтра чем мы будем заниматься. Мгм. Госслужащие должны сейчас переосмыслить свою роль. То есть они должны не просто сидеть, заниматься вот этими там, да, справками обоснования, там, то есть все, согласованием, там, в 2 экземплярах. Вот, честно говоря, если посмотреть на эту рутину, да, ну, столько времени занимает. Да? И по факту это в каждом госоргане. Да? Каждый сотрудник этим занимается. Мгм. Вот это все, весь объем работы посадить в машину. Мгм. А сотрудники должны заниматься чем? Они должны быть операторами этой системы. Они должны на входе контролировать вход. Что входит? Кто что инициирует? Мгм. Концепция того, что инициируется. Нужно ли это? Мгм. Не все подряд впускать в систему, а именно через четкую систему оценки критериев. Да, У них должно быть на это время хотя бы, да? да, вот они вот уже там будут аналитикой заниматься. Мгм. Зачем вы инициируете это так? Какая проблема стоит за этим регулированием? Да? Мгм. Что вы хотите? Вот, например, там говорят, там, количество ДТП столько сейчас. Да? Вот мы сейчас вот это регулирование вводим, через 3 года количество ДТП снизится на столько. Мгм. Вот вам показатели. Текущие, Мгм. целевые, да? Вот это решение, оно должно к этому привести. Все хорошо, решение по всей системе, и автоматом вот эти показатели ставятся в систему мониторинга и оценки. Там уже госслужащие смотрят за исполнением, Мгм. за механизмами реализации. Не как сейчас, закон приняли и всем пофиг, да? Мгм. Там спрашиваешь, ну-ка дайте анализ. Отписка ради отписки. Да, анализ вот, исполнения закона. И Мгм. какую-то ерунду пишут, да? А почему? А потому что так он был изначально написан, да? И потом говорят, ой, не мы этим занимались, ой, давно он был принят там 10 лет назад, мы Мгм. откуда знаем вообще, зачем его принимали. Да? А здесь уже изначально четкая цель, четкая задача, четкие показатели того, что он достиг своей цели, да? Оценка, мониторинг. Мониторинг и оценку можно привязать к данным Россаткома, да, там, чтобы автоматом, вот, все законодательство есть, он автоматом отслеживает, какие законы исполняются, Действительно, какие законы не рабочие, исполняются. нерабочие, Да, исполняются, не работают, не исполняются. работают, зачем принимаются. Да? Мгм. Нам, пусть будет там 100 законов всего, да? Пусть будет всего там 1000 подзаконных актов. Все. Но зато понятно, прозрачно. Вы знаете, сколько сейчас у нас в системе вот, ЦБД, Центральной базе данных правовой информации, в Минюстовской, да, сколько решений этих органов местного самоуправления? Порядка 58%. 58 Мы об тысяч, этом да? разговаривали, да, только что. 60 тысяч, да? Мгм. А если их посмотреть, всякая ерунда, всякая ерунда. Мгм. Вообще, сейчас это проблема. Сейчас вот мы же обучаем и госорганы, органы местного управления. Они сами просят, обучите нас. Мы им показываем иерархию, мы им показываем, что такое нормативный правовой акт, а что такое то, что они делают. Это все не нормативные правовые акты, это Мгм. просто правовые акты. Да? Мгм. Что нельзя, не надо их публиковать, не надо их в виде нормативных актов издавать. Нормативный правовой акт – это то, что содержит нормы, правила поведения, Мгм. рассчитано на неограниченный круг лиц, на неограниченную территорию, да, на период действия там неограниченный. А они все подряд там. И индивидуальные акты, создание тендерной комиссии туда пихают. Да. И вот у нас все думают, о, у нас столько много документов. А по факту там сколько у нас? 220, да, сейчас аильных аймаков, городов, да, вот это. У каждого должен быть набор одинаковых Мгм. документов. В Так? целом, да. Да. Не может же быть, например, там Аламединский или какой-то там аильный аймак отличаться там от этого. Ну, плюс-минус 5-10. Не, ну у всех одинаковые Ну, документы должны быть, да, одинаковые, нормативка должна быть у всех. Единственное, каждый там меняет ставки, там, например, да, там по аренде земли, там что-то еще, там, за пользование, за водопользование. У городов отличается там от мгм. аильных аймаков и так далее. И тогда у нас, например, если будут типовые правила, да, типовые подзаконники для них, все, а все остальное не нормативка. Все остальное это чисто внутренняя кухня, да? Его и не надо туда ставить. И тогда будет четко ясно, всего у нас законодательство из чего состоит? 400 законов, там 1000 постановлений, реально, потому что постановление мы тоже когда сокращали постановление, было 15 800 постановлений в 2020
в первом году, да? В 2022 году анализ провели, 6,5 тысяч на утрату легко отдали. 40% актов правительства отдали на утрату. То есть сейчас там еще резервов много, да? Можно сокращать. А по факту из вот этих оставшихся 9 тысяч, чисто нормативно-правовых актов где-то может быть максимум 1000, максимум 1500. То есть у нас не так много законов. И надо это четко, чтобы система работала, чтобы каждый понимал, что регулирует, каждый акт, нормативный акт из чего состоит, как все это связано. Да? В итоге мы должны прийти к тому, чтобы любая процедура, да, которая регулируется этим документом, она будет четко прописана. Чтобы я, например, как гражданин, хочу какую-то процедуру получить или пройти, или хочу какую-то эту услугу получить, я просто открываю портал, говорю, вот мне нужно получить такой-то рода документ. И у меня четкий алгоритм действий, да? Что на входе я должен дать, куда это отправить, сколько времени это занимает, что там происходит, чтобы я отслеживал, да, до получения услуги. Прозрачный процесс. А сейчас этого же нет уже. Потому что у нас и законодательство вот такое, и внутри вот такое. Поэтому следующим этапом мы машина читаем право, мы хотим дальше в одну процедуру идти. Это уже реинжиниринг бизнес-процесса госорганов, да? Это что? Более... Да, звучит очень интересно и сложно. Это вот уже детализация того, что написано. Чтобы все четко было. И это все автоматизировать тоже. Чтобы не было, иди почитай он там, или иди в тот кабинет, иди в этот кабинет, иди сюда, принеси то, не знаю что, да? Так же, у нас сейчас же как, ты пойдешь, там никто ничего не знает, и ты ходишь там по кабинетам, там шарахаешься. Реинжиниринг Бизнес-процесс. бизнес-процессов. Ну, рабочих процессов, можно сказать, да? Через одну процедуру. В какие периоды это все планируется внедрять? Ну, это сейчас пока идеи, да? Мы сейчас будем это все нормально на бумагу выложим. Надо начать процесс. Потому что пока не начнем, потому что все боялись тоже всех процессов. Пока политической воли не было. В чем отличие нынешней ситуации, да? После прихода к власти Садыр Нуржевича сейчас стало больше политической воли. Сейчас, если надо, делают, да? Раньше ты должен был там, годами доказывать, как-то все это вот так проходить. Сейчас, если видишь, что это результат, потому что и проблема есть решение. Все, поддержка, хорошая поддержка. Это я вообще, я от этого просто, честно говоря, извините меня, кайфую. Да? Потому что раньше, чтобы что-то продвинуть, извините меня, какую-то мелочь продвинуть, ты там, столько усилий тратишь. А здесь я действительно четко обоснован, раз, все прошло, все работает. Вот нам более-менее ясно, к чему мы стремимся в будущем, да? Но мне хотелось бы обратиться к вашей памяти, к вашей истории. Система юстиции, система права. И я не говорю о Министерстве юстиции, я говорю в целом о системе права нашей страны. Как она отличалась в те годы, когда вы с университета вот первый раз попали на работу? В те годы, это самые 2000-е, да, получается, 2010-е и нынешний период. Если примерно как-то их по этапам поделить, как они отличались, Что и в чем именно была их отличалось? особенность. В чем была их особенность, Чего? может быть? Право, правовой системы, правовых... В наше время, да? То есть 99-й год, когда я пришел, конец 90-х, начало 2000-х, на тот момент не было столько много законодательства. Законодательство было меньше, еще действовали старые советские нормы. И, соответственно, не было такой цифровизации, поэтому все на ощупь, да? Поэтому все на стыке было, да? То есть только советский период прошел, надо было новое свое законодательство разрабатывать, и поэтому там кто во что гораздо разрабатывал, да? Поэтому и пошли вот такие, скорее всего, да, дурацкие законы были, там вообще подзаконники, вообще систематизации не было, да? Было много пробелов, дублирований, не было соответствующего регулирования какого-то, да? Ну, гражданский кодекс только в 99-м году приняли. Налоговый кодекс, когда приняли там позже, да, в 2000 каком году. Этого... Как мы работали без гражданского кодекса, без налогового кодекса? Ну, на старых документах, Советских еще да, документах. Вот на каких-то отдельных законах работали, да? Там по какому-то конкретному правовому институту принимались отдельные законы. Да? Хотя все это потом надо было свои кодифицировать. Многих вещей не было, да?
на тот момент вот только становилась система где-то в некоторых отраслях только начинали, да, разрабатывать. Даже те же госзакупки только начинались, да, как говорится, только закон разработали, только начали по новым процедурам работать. То есть на тот момент было становление, но что хорошо тогда было, тогда еще кадры были другие. То есть я, например, когда в аппарат премьер-министра тогда назывался, да, не администрация президента, аппарат премьер-министра, сейчас аппарат правительства, да, а потом сейчас уже аппарат президента. Тогда аппарат премьер-министра, получается, называли сотрудники, когда я пришел в 2001 году, называли его аппарат Совмина до сих пор, Совета министров. И там действительно сидели те еще люди, которые работали во время Советского Союза. И там действительно те, которые знали, то есть держали систему, да, не давали ей, там, как говорится. Там действительно, вот, там была школа мощная, да, то есть вплоть до всего, да, там заставляли работать, да, думать. Тем более в то время у нас же не было ни топ-тома, ничего не было. Ну, работали с подшивками, читали, печатали. У нас не было интернета. Ходили, чтобы написать что-то, мы ходили в библиотеки, читали. Там, А если это уже было написано? Чего? Ну, например, вы не знаете просто какой-то тохтом или что-то было уже написано Нет, кем-то где-то там, например. Топтом был, но, например, он был там, вот у нас в Минюсте, когда я работал, в Минюсте у нас топтом был Лиля Ханаджи, да? Ага. То есть в отделе кодификации. Мы приходили, топтом искали реквизиты, потом ей давали, она нам подшивки давала. И мы потом сидели и с ними работали, читали. То время было, когда мы читали. Не просто там поиск, скопировал, ставил. Мы все это набирали. Первая инвентаризация тоже мы по подшивкам делали. Первая инвентаризация вообще была в 2001 году. Первая инвентаризация законодательства. Вот тогда мы отменили кучу советских, кыргызских, то есть одним махом сказали, все, они все не работают. То есть тогда это вот так вот работа была, да. Потом в 2010 году, ну, там же были политические процессы, то есть уже к тому времени депутаты раскачались, там столько законов принимали, столько подзаконных актов. Потом, когда была смена вот этого парадигмы, когда в 2009 году цари сделали, полностью реформу сделали госуправления, да, которая полгода поработала, тогда сделали президиум правительства. То есть тогда только 5 человек, 5 премьер-министров и там 5 министров, они принимали решения. И тогда, получается, каждый... Там система была вообще другая, получается. Да, всем принятие решений изменилось, да? То есть, ну, она способствовала оперативности. То есть, возможно, это отчасти она помогла повысить оперативность. Но опять же, да, сделали, как всегда, неправильно. Но там, получается, каждый министр выступал на этом президиуме и защищал свой документ. Это не сейчас как отправляют, например, ну, и до этого туда отправляют, оперативное согласование, потом этот документ отправляют туда, там смотрят, потом подписывают и принимают. Нет, там приходил президиум, каждый министр с презентацией защищал свой документ, который он согласовал, и он там защищал. И там 5 человек сидели, слушали, задавали вопросы и принимали. Да? То есть, по сути, в других странах так и есть. То есть, там есть Кабмин, да, вот все министры сидят, заседание Кабмина, там 20-30 человек там сидят, и на этом Кабмине все документы, не как у нас, да, там в оперативном порядке там закинули, они там сами приняли. Нет, все вопросы вносят на Кабмин. Сколько там, например, в Литве, в Латвии, да, коллега тоже сейчас, он там руководитель этой канцелярии премьер-министра, он говорит, у нас еженедельно Кабмин собирается. На Кабмине 60-70 вопросов. Все, одним махом за час все принимаем, потому что все вопросы проработаны до этого. Но зато здесь нет вот этого большинства членов правительства, да, при согласовании, как у нас. Обязательно там Минобороны, МВД, там, даже независимым вопросам их приплетают, они не знают, что писать, говорят, замечаний, предложений нет. Вот зачем, да? Они говорят, мы согласуем только с теми, кого касается. А принимаем решение уже большинством на Кабмине. Все голосуют. То есть висит документ, кто имеет отношение, он к нему дает свои замечания и предложения. Кого не касается, они не дают. Они и еще не дают. Может же косвенно касаться. Ну, они же смотрят, нас не касается, все, они даже и не... Самое главное, что большинство членов правительства, как корпоративный принцип, обеспечится на заседании Кабмина. То есть все проголосовали. А у нас большинство обеспечивается в оперативном порядке, то есть путем согласования.
Также Мгм. отправляет на согласование, все, не хватило одного, еще кому-нибудь отправляет. Да, вот просто лишь бы, чтобы было. То есть, Кворум какой-то. да. Мгм. И вот этот принцип президиума они сделали 5 человек, и тогда повысилась ответственность госорганов. До этого же как было? Госорганы ерунду напишут, да? Отправляют в аппарат правительства, и там аппарат дорабатывает это. Разбирается Доводит с до этим ума. уже, да. Вот я вот даже когда в аппарат ушел, мне такую ерунду отправлял, и мне приходилось там самому это все доводить до ума. Ага. Потому что мы уже свои же, да, не отправишь обратно. Блин. Приходится дорабатывать, и уже сроки проходят. И вот сам дорабатывал до нормального состояния и вносил уже, да, на подпись. А тот момент там уже аппарат не вмешивался. Аппарат не вмешивался. Везде 5 человек. Все, вот министерство сами ответили. Аппарат занимался аналитикой. Мгм. И, соответственно, госорган, он сам продвигал, Более-менее сам, разграниченные мандаты, да, да? сам защищал свой документ. То есть он должен был знать сам свой документ. А у нас сейчас же порой некоторые руководители документов своих не знают, да, которые они вносят. Ну, подписали, да, куча документов. Мгм. То есть какое-то вот такое, да, было интересное изменение, но оно не нашло своего дальнейшего, как Мгм. говорится, развития. Но на тот момент, да, конечно, потом оценка показывала, что там сами операторские говорят, что вот именно в этот период было принято много таких некачественных документов. Мгм. Почему? Типа вот не было вот этой проверки аппаратом, то все. Но это не факт, да? Ну, даже если и так, да? Но, по крайней мере, какое-то новшество было, да? Ускорение было, оперативность была, ответственность госорганов была за свои документы, да? Мгм. Потому что у нас как сейчас? Любой документ, который не разработают госорганы, да, обязательно там поменяют что-то. Мгм. Все боятся, что сейчас там скажут отраслевые отделы, что скажет юротдел, что скажет сектор кодификации, да, там, в каком виде именно все это будет. И потом ходят, бесконечно дорабатывают. А тогда госорган на себя ответственность брал. То есть они не вмешивались. Они могли сказать, что соответствует политике, не соответствует. Все. А прям лезть в глубину, там правильно написано, неправильно написано. Нет, это ответственность госоргана. И, соответственно, основной массив законодательства именно был вот в эти годы, да, 2000-е годы сделан. Именно законов. Законы большинство тогда прям принимаю, я думаю, даже когда я анализ сделал по годам, у меня даже анализ по годам есть, да, когда сколько законов принимали, кем, то есть какого типа законов. Именно основные законы, да, вот эти 400, большая часть их была принята вот в этот десятилетний период. Да. Потом уже вот в остальные периоды там уже туда-сюда, да, особо этому внимания такого большого. В те же годы были те же самые анализ для экологии, для гендера, для каких-то не было такого, да? Вот смотри, когда вот мы работали, у нас тоже было всегда, да, справки обоснования, ты должен описать финансово-экономическое обоснование, да, необходимости проекта, затраты бюджета. Да. Никто никогда этого не делал, потому что никто не знал, как это делать. Все просто тупо писали, не требует финансирования, все нормально, все нормально. Потом, вот когда АРВ ввели, ну и то тоже АРВ сейчас, мы же знаем, как он работает, ни туда, ни сюда, да. До сих пор никто не считает, да, никто не может четко объяснить справки обоснования, сколько это стоит. К чему это приведет? Да, как, например, вот Минюст будет какой-то документ делать. Здесь же нет уже, как говорится, у них потенциала, как оценить именно финансово-экономическую часть. Да, могут сказать, например, там, вот здесь норма там, создать реестр какой-то, да. Это потребует там столько-то, столько-то. Но в целом исполнение, механизм реализации этого закона. Что требует? Сколько это будет стоить? Сколько дополнительно рабочих мест надо открыть? Сколько затрат этого бизнеса? Столько. Вот этого никогда не делалось. Нормально никогда не делалось. Потому что не было единой четкой методологии. Да? Ну, просто спуститесь на мой уровень, да, готовясь, не то чтобы готовясь к этому интервью, но просто изучая, какие методики проведения интервью, подкастов. Я смотрела несколько подкастов, где рассказывалось буквально вокруг Бишкека экологические проблемы, где раскапывают земли и вот, создают проблемы местным жителям, да. Я не говорю, что это в то время эти законы принимались или что это в то время все какие-то решения принимались, но то, что происходит сейчас там,
Скорее всего, это результат того, что анализа не было. Ну, конечно, не было анализа. Вот. Это закон об экологической экспертизе, когда он был принят, я уже не помню, в 2000-х годах, да? Но по сути это там, сейчас мы тоже его меняем. Там получается экологическая экспертиза такое затратное мероприятие. То есть, Затратное мероприятие. конечно, Мгм. это надо нанимать всех, это надо оценку делать. Вот если, например, брать, например, тоже АБР и Всемирный банк, да? Мгм. У них есть такая политика социальных защитных мер. То есть при любом проекте, который затрагивает права третьих лиц, Мгм. у них целая политика, целый инструментарий, отдельные эксперты поэтому есть. Они тратят вначале на вот эту оценку большое Мгм. количество времени, да, могут год-два, чтобы какую-то дорогу построить. Они нанимают специально таких экспертов по защитным мерам, да, Мгм. социальным защитным мерам, которые проводят полностью по методологии оценку воздействия этого проекта на всех. Мгм. И с каждым из них отрабатывают, договариваются. То есть, если мы здесь дорогу будем строить... Какие-то превентивные, правильные меры, Не мне то, что кажется. превентивные, так, то есть они заранее смотрят, чтобы не было нарушений. У них есть политика четкая, Мгм. да? И эта политика стоит очень дорого. То есть это может до 10% от бюджета проекта, да, занять, чтобы Мгм. провести правильную оценку всех последствий, да, проекта. И еще и из этого денег проекта выделить средства на компенсации тем, кто подпадает под действие этого проекта. Мгм. То есть, по сути, это должно с республиканского бюджета. Сейчас, я сейчас не знаю, возможно, сейчас уже с республиканского бюджета тоже идет на компенсацию, но зачастую это с бюджета самого проекта шло. Да? Например, там где-то там какие-то земли изъять, да, для вот этой дороги, им давали компенсацию или же там предоставляли в другое месте землю. И там даже если незаконное строение есть, да, там есть в политике, что даже если это строение незаконное, да, но стоит, используется, ему тоже обязаны возместить компенсацию, потому что государство допустило эту незаконную стройку. Государство либо чиновник. Да, Мгм. поэтому человек уже привык к этому, он с этим работает, как это так, он вложил туда свои средства, он на этом живет. Мгм. И ему просто говорят, у тебя незаконно, на, сноси, иди отсюда. Да? То есть У нас, да, это в практике, например, я говорю, международных организаций. Да? То есть Мгм. вот это как специальные защитные меры, Мгм. целый комплекс мер, да? Целое отдельное исследование проводится до запуска проекта, до вообще начала этих ратификационных мер. Они оценивают вообще в целом все это. А у нас, извините меня, когда кто? Это очень дорогое мероприятие экологической экспертизы. Мгм. У нас и специалистов не так много по экологической экспертизе, да, если говорить. Ну, в целом, если экология, коррупция, если Хотя такие... по закону об экологической экспертизе надо проводить экологическую экспертизу всего. Каждого документа. Ну, так написан закон, да, по-дурацки. То есть любое надо проводить экологическую экспертизу. Вот мы сейчас немножко, как говорится, его делаем, дебюрократизируем, да? То есть Мгм. делаем его правильно, чтобы он реально работал. Потому что по факту, несмотря на эти требования, экологическая экспертиза реально проводится очень мало. Очень Мгм. мало. И в основном на что идет? Только на объекты, да? А не на законодательство, не на нормы, не на новый нормативный акт. Поэтому здесь тоже вот эти вещи, очень много вещей написано, очень много вещей у нас есть, но они по факту не работают. Вот это проблема. То есть мы принимаем документы, но на стадии уже принятия мы отчитываемся и говорим, вот мы приняли, все В нормально. какой-то момент сворачиваем не туда, получается, да? Не, просто мы оставляем. Оставляем. То есть я же говорю я всем говорю, ребята, разработка, принятие нормативного акта – это только 5% всего процесса. Реализация, механизмы реализации, оценка Мгм. воздействия, да? Вот это главное. Вот это есть 95% пути. А мы всегда, я уж помню же, наше время тогда, вот тогда еще в чем было отличие, то, что с ЖК никто не работал. Я когда в аппарат пришел, Мгм. начал анализировать тоже, сколько проектов, законов в ЖК было отправлено за 3 года. За 3 года было отправлено 600 проектов законов со стороны правительства, да, в то время. Из них только 300 принято. А 300, говорю, где? Не знаю. Ну, может, А зачем вы их... они не соответствовали. Может, Зачем вы их инициируете? Нет, никто не знает судьбу. судьбу даже не знаю. Как сейчас, например, да? Каждый там бегает, работает с депутатами, с фракциями, каждый двигает свой закон, каждый госорган. Такого не было. Они отправили в аппарат проект закона. Правительство приняло постановление о проекте закона и направлении ЖК. Все, на этом они отчитались, все, мы задачу выполнили. Тогда так было.
Никто не бегал за этими законами. Поэтому в Ошондо в 2001 году по итогам инвентаризации мы создали Министерство юстиции, наша инициатива была создать Главное управление, центр законопроектных работ правительства. То есть его задачи были. Наш третий этаж. Третий этаж. Мы его назвали Центр законопроектных работ правительства. То есть оно должно было заниматься именно работой с ЖК, с комитетами. Это в 2001 году. Но опять там в силу того, что уже люди были не те, мы тоже уже ушли. Это превратилось в стандартную, как сейчас, да, работу, да? То есть экспертизу стандартно превратилось. То есть мы-то хотели, чтобы вот этот центр был координирующим органом, да? То есть через него, чтобы он всю отслеживал, да? Совмещал, получается, у каждого, у правительства был свой план законопроектных работ, у парламента свой план, у президента администрации свой отдельно план. Существующие друг от друга. Да, 3 разных плана, да, и они, соответственно, мы что-то отправляем, наши документы, они ставятся, как говорится, в конец очереди, типа документы депутата важнее, да. Тут еще может быть то, что один депутат разрабатывает то же самое, что этот орган. Это даже никто не смотрел. Не было же ничего этого. Там даже, я же говорю, там систематизации не было никакой. Вот просто был список отправленных и все. Список принятых был. Все. А как вы, я говорю, работаете с ЖК? Никак никто не работает. Ну вот конец 18-19 года, да, вот следующего десятилетия уже наша правовая система больше к гуманизации пришла, насколько я понимаю. Это в сфере уголовной политики. В сфере уголовной политики. А в сфере экономической, в сфере других сферах какие движения были? Экономически же всегда же к либерализации шли, потом опять там где-то гайки зажимали, потом, как говорится, вы помните, в начале еще 2000-х годов это инвестиционная матрица, там куча было, да, в рамках этого, потом при Бабанове, когда он был премьер-министром, вот это тоже техосмотр отменили, то все вот эти вещи, это тоже в рамках вот этих вещей, да, там, либерализация бизнеса, да, там, государственной политики, да, в сфере экономики, поддержка бизнеса, тогда были приняты законы о поддержке предпринимательства, поддержке, то все, о проверках и так далее, чтобы... Потом опять начали где-то гайки подкручивать, потом еще вступление в ЕАЭС, сколько нам создало. Мне кажется, этот момент нам надо урезать, да, потом отрезать, да? Чего? Ну, вот этот наш кусочек надо отрезать, да, наверное. Части. Фамилии прозвучали какие-то эти. Ну, это вы сами смотрите, да. Не, здесь можно, в принципе, нормально. Да. Вот вступление в ЕАЭС тоже сколько нам создало вопросов, да. Никто не понимал, да, что там делать, да. Какие нормы применять, какие не применять. Где-то нам пришлось уйти где-то на ужесточение, где-то на это самое. Вот сейчас проблем сколько возникает в связи с этим. Что то наши сертификаты отменяют, то это, то пятое, то десятое. То права негодные. Да. То есть, как такого целенаправленного, да, как бы общий, есть политика общая там в сфере экономики, в сфере там регуляторики, в сфере того этого. Как бы, я не знаю, надо как-то более комплексно, да, все это подать, чтобы все это работало на общую цель. Это как в бизнесе, да? Мы сейчас к этому пришли? Потихоньку мы создаем же вот эти элементы, да, чтобы они как бы согласованно шли, да? Потому что когда выпячивание одного, вот зато другие вещи, да, выпадают, да, из фокуса внимания, да? Потому что стратегическое управление это же что такое? Это когда ты просто, у тебя проблем миллион и ресурсов не так много. И ты должен проанализировать все эти проблемы и выбрать приоритетные, которые будут иметь мультипликативный эффект на все остальные, за собой потянут. И на вот этот небольшой перечень приоритетов потратить все ресурсы. А у нас же как делают? У нас просто размазывают тонким слоем по всем проблемам. И проблемы не везде решаются. Либо только в одну сферу берут, которая за собой все остальное тянет. То есть здесь вот эти вещи, это уже вот задача, как говорится, уже Кабмина, чтобы анализировать, ставить все это, вот, национальный институт стратегических инициатив. То есть это все выстраивать. Да? В целом, я думаю, здесь наша задача в этом, да, это вот правильно выстраивать единые подходы именно к систематизации законодательства, потому что везде требуется нормотворчество. Это лежит в дебюрократизации. Дебюрократизация, это же что такое? Дебюрократизация – это повышение эффективности госуправления, эффективности законодательства, да. Это все смежно. Это все смежно, да, это все части одного большого пазла, да. Вот
чтобы вы понимали, я почему-то говорю, что в бизнесе все очень просто, да? В бизнесе основная цель какая? Это прибыль. Прибыль, да. Это деньги, прибыль. Все через деньги меряется. И поэтому все, что не приносит прибыли или мешает ее достижению, оно урезается, потому что бизнес тратит свои деньги. Мгм. В государстве тоже так всегда должно быть, да? Основная цель. И все, что не работает на эту цель, Мгм. оно должно пересматриваться, убираться или трансформироваться. Мгм. Это постоянный процесс. Постоянный процесс изменений. Это не значит, что мы сейчас дебюрократизацию сделали, и все Мгм. хорошо стало, да? Это постоянный процесс оценки эффективности, мониторинга, и что-то нового, что-то, да? Постоянно возникают новые возможности, новые угрозы, новые вещи, да? Новые вызовы, да. Новые вызовы. Да. И всегда надо быть готовым к этому, двигаться наперед, думать о том, что есть, да? То, как у нас что работает. И наши решения, они всегда должны доходить до конечного потребителя. Мгм. А то очень много решений, которые принимаются, и люди не понимают, что оно мне дает конкретно, да? Как я от этого решения. Да, вот как раз-таки давайте приземлимся немного на последние, так скажу, события, последние МПК, например, да, где было принято решение, ну, не совсем последние, но последние, о дебюрократизации регионального характера. Угу. А, Вот об этом у вас есть какие-то мысли, какие-то наработки, может быть, у НВП есть или видение, Ну, которое будет потом в заложено? регионах, видите, там, я же говорю же, в регионах немножко это очень сильно отличается от нашего представления, да, что происходит в регионах. Да. Там много вопросов, очень много вопросов. Очень много. И в зависимости от региона там своя специфика есть. Да. Но опять же, там большая проблема разграничения полномочий и функционала. Это первичный этап, который должен быть Это решен. самая основная проблема. Основа. Ага. Кто за что отвечает? Тот же самый Айлюк Мыту, да? Мгм. Который на местах самый главный должен быть. Да? Но при этом вокруг него есть 40-50 представительств госорганов Мгм. территориальных, которые там каждый что-то, чтобы какой-то вопрос решить, он должен со всеми ими там. Там еще есть акимиат, Мгм. там еще есть полномочное представительство, там еще есть отраслевое министерство, там есть Совет. областное, районное. Откуда Айлюк Мыту должен все это знать? Он должен заниматься хозяйством, Мгм. а ему нужно вот это все знать и двигать. Это раз. Самая главная задача дебюрократизация, да, или вообще, там, я не знаю, госуправление на местном уровне, вот как один из акимов мне говорил, все вопросы должны решаться в селе. Здесь и сейчас, да? Да. Сейчас как говорят, в селе не решилось, идет в Айлюк Мыту, да? В Айлюк Мыту не решилось, идет в акимиат. В акимиат не решилось, идет полномочный представитель. Полномочный представитель не решилось, идет в министерство. Министерство не решилось, идет туда. И вот так бесконечные круги, да? Мгм. Вопрос не решается. Вроде вопрос местного значения, но он не решается здесь. Мгм. И поэтому вся цель, да, вот этой политики, да, как бы сейчас она там, какие проблемы не было, она должна, вот мы даже четкое видение должно быть, что все вопросы должны решаться в селе, Мгм. либо крайний уровень Айлюк Мыту. Например, как в той же Японии, да, там префектура, там, или там префект. Мгм. Все вопросы решают. Без привлечения там госорганов Мгм. на своей территории. Будущие задачи по АТР, да, например, они будут как-то способствовать решению этих проблем? Но это все надо хорошо планировать, Мгм. изучать, смотреть, потому что очень много дублирующих функций, очень много вот функций без результата, да, непонятно, кто за что отвечает. Вот даже та же самая проблема с нормативкой. Сейчас непонятно, да, вот сейчас же их всех объединили, да, Мгм. мы спрашиваем, а сейчас те, которые упраздненные Айлюк-Мыту, их документы, что с ними? И никто же об этом не думает. Это должна быть местная маленькая местечковая инвентаризация. Конечно. Да. Каждая Айльнайман, Мгм. каждая мэрия города должна, с учетом того, что они расширились, они должны посмотреть, что она там нарегулировали в свое время. Да. Провести анализ все это, зачистить поле, убрать ненужное, лишнее, оставить только то, что нужно, то, что рабочее, чтобы люди не путались. Мгм.
и потом, чтобы у них были четкие процедуры, как это делать. Мгм. Порой же зайдешь, они сами не знают, что делать, как делать, или тот или иной вопрос решать. Вот им дали, вот вы решаете это. А как решать? Какие документы выпускать? Каким образом это процесс принятия решений выстроить? То есть там какая-то уже методология уже есть или нету? Там вот надо это все анализировать. Сейчас то, что дебюрократизация там идет, это сейчас пока мы смотрим на реальные проблемы, да, которые возникают. Изучаете, да, Да. пока что есть какие-то? Что-то уже предлагаются там, да. То есть, ну, этим МИСИ сейчас в основном занимается. Мгм. То есть, какие проблемы возникают непосредственно сейчас, да. Что можно сейчас решить. То есть, опять же, дебюрократизация, мы же сейчас пока дебюрократизация, она направлена в основном на такие, как бы, как говорил наш министр, низковисящие плоды, которые можно сейчас сорвать, сделать, показать реальный результат, чтобы мы же не можем сейчас за Ну, всех все. чтобы шестеренки сдвинулись, Да, и мы, как-то да, процесс мы же не пошел. можем за всех все сделать. Мгм. Мы должны показать, что это можно и нужно делать. Как делать, да? Мгм. Сейчас вот эти проблемы, какие-то проблемы, чтобы запрос общества был, да, чтобы общество понимало, он действительно с этими справками, да? Ошондай кылсак болуп турбайбы Да, деген с ойдон этими элек, справками да. даже. Все же почувствовали же. Вот Мгм. также на местном уровне очень много вещей, которые, например, Айлюк Мати, чтобы сделать, сколько там справок он выдает, сколько там чего он делает. Хотя бы на вот этом уровне, если вот эти вопросы нормально отрегулировать, Мгм. чтобы люди не мучились, уже будет польза дебюрократизации, да? Мгм. Потом уже дойти уже до разграничения полномочий, до анализа функционала, до анализа нормативных актов местного уровня, систематизации всего этого, выстраивания единых подходов. Мгм. То есть это большая комплексная работа. Сейчас пока только начало на наметке, Мгм. чтобы каждый понимал, кто он, что он, для чего он там. Что процесс был намечен до июля. Ну вот сейчас там общие вопросы идут, оценка идет, каждый свои проблемы собирает. Это же тоже непросто же. Мгм. Понять проблему тоже непросто. Вот как врач, когда диагноз ставит, не каждый же врач может диагноз правильно поставить. Да. А там, представьте, там это врачи без диплома. Они сидят и пытаются сами себе поставить диагноз, да? Говорят, тут везде болит. А надо же четко сказать, болит почему? Потому что вот здесь у вас проблема, вот здесь у вас Но проблема. тут если четко такой же инвентаризации, пускай даже на местном уровне не будет, то и определить довольно сложно. Не, ну сейчас пока на уровне симптомов, да? То есть они говорят, вот у нас вот здесь проблема. Они то, что знают уже, они могут. А потом они, когда смотрят, видят, как это делать, они уже сами будут учиться этому, да? Сами будут это уже инициировать вещи многие, да? Да. Например, тот же самый Аким говорит, вот зачем я, говорит, подписываю, вот сейчас трансформацию земель передали на местный уровень, да? То есть раньше постановление правительства трансформации земель осуществлялось. Сейчас, говорят, все, трансформацию, работу проводит Айлюк Мати, там с комиссией, да? А потом я, говорит, подписываю. Финальное распоряжение, да, трансформации, я подписываю. Мгм. Я же не участвую, говорит. Мгм. Зачем я подписываю? Почему я должен подписывать, говорит? Я же там вообще не участвую. Мгм. Почему не передать ответственность на этот уровень? Вот кто делает это, пускай отвечает. Мгм. Тоже, говорит, а потом это же тоже, говорит, проблема, говорит, там, он говорит, там есть, говорит, моменты, там, бюрократизация идет, то все, потом я могу там отказаться, могу сказать, давайте я буду перепроверять, а я там понимаю, не понимаю, Мгм. еще затягиваю процесс и так далее и тому подобное. То есть четко, должны процессы быть четко выстроены. То есть, если мы говорим, он должен подписывать, то зачем? Но есть здесь и другие риски. Скорее всего, здесь какие-то коррупционные риски пытались сбалансировать. А ну тогда, извините, тогда каждый аким будет бояться подписывать. Нет, нифига, я не буду подписывать. И тогда уже будет говорить, вот аким мешает процессу земельной реформы, да? То есть здесь должен быть четкий баланс. Кто делает, он принимает ответственность на То себя. власть в одних руках получится. Нет, там же не самое легкое решает. Там есть соответствующие комиссии из разных госорганов. То все. Это просто вопрос, кто подписывает, и все. Вот все же вот, по предыдущей трансформации все время пытаются уже привлечь бывших премьер-министров, да? Потому что он подпись ставил. Он просто постановление подписал. Он уже не участвовал в этом. Он откуда знает, какая внутрянка. То есть пока вот через вот этот все путь пройдет, это решение, да? Фактически, кто реально этим занимался, они там внизу. И поэтому и тот же самый Аким говорит, я при чем? Говорит, я просто подписываю уже готовое решение. То есть я не могу его не подписать. Закрепляет. Я не могу в нем отказать, да? То есть я не могу его не подписать. Мне времени нет, чтобы перепроверять все это.
никто не сможет все это перепроверить. Пускай они сами подписывают. То есть вопросов много. Вопросов много, это и вот это самая главная проблема, это в разграничении функционала и полномочий, потому что зачастую никто не знает, кто решает, кому обращаться, да? И потом, когда вот, например, там дорогу строят, хотят дорогу какую-то построить, да? В селе, например, да? Там надо согласовать с энергетиками, потому что там столбы стоят. Там надо согласовать со связистами, столбы стоят. Там надо согласовать с теми, с теми, с теми, с теми. С кем-то не согласовали, вот был случай, да? Дорогу начали строить, энергетики пришли, сказали, какого, извините меня, вы тут строите? Мы не разрешали, все, останавливайте стройку. А уже все, тендер проведен, деньги выделены. Из-за того, что они не разрешили им столб перенести, все встало. А это вопрос местного значения, в селе. Понимаете? То есть именно вот эти вещи, их надо спускать на местный уровень. Пусть и вот там усиливать именно местное самоуправление. Чтобы Как можно его усилить? граждане сами понимали. А сейчас уже граждане активные, сейчас уже и вот эти, как его, тенеши тоже активные, они тоже там уже начинают разбираться. Их надо повышать, постепенно передавать вот эти все вещи. Решайте сами, работайте сами. А для этого им понятные инструменты и механизм надо давать, которые прослеживаемые, да? А не вот это там 60 тысяч непонятных актов, и кто их разберет также? Ни единых правил, ни единых норм, да? Чтобы у них не было возможности либо туда, либо сюда, чтобы четко было. Есть вот так. Какие-то наработки же есть. Я, по-моему, недавно читала, что местные самоуправления, они теперь могут какие-то свои заработанные деньги на себя использовать. Или это законопроект был? Это же, как говорится, фрагмент. Фрагментарно. Да, я имею в виду о Хочется увидеть все это комплексно. Да, системным подходом говорю. Когда тот же Алюк Миту понимает, что он может все проблемы местного значения решить сам. И, соответственно, все вот эти заработанные ресурсы он может эффективно, правильно распределять. А тут, получается, у него миллион контролирующих органов, миллион согласовывающих органов. Это все перестраховка, это все страховка от коррупции, от нашего. У нас свой менталитет, где присутствует и тройполизм. Это не страховка, это просто-напросто хаос. Избегание ответственности. Отсутствие системы. Там, если была бы страховка, тогда они бы сделали бы четкие, понятные процедуры. Вот за что ты отвечаешь. В эти вещи, чтобы быстро решались. Граждане же требуют, страдают же. А там районное какое-то управление скажет, нет, мы не согласны. Областное скажет, нет, мы не согласны. Они откуда знают ситуацию? Возможно, тут нужна какая-то система ответственности тогда, если все переводить в одни руки. Надо просто усилять эти айлюкмыты. Например, пусть вот эти территориальные, да, органы, госорганов, да, пусть они будут составить их айльных округов. Пусть они там сами сидят и вот эти вопросы решают, как уже от имени айлюкмыты. Зачем госорганам иметь в районах, вот, например, Минобраз, у них районное управление районов, да? Чем они занимаются? Там всего лишь 2 специалиста сидят, а остальные все бухгалтера. Ну, я не знаю, честно. Они вот занимаются тем, что занимаются сметами школы, все, в основном. Никаких управленческих там этих, вроде бы там должны контролировать стандарты образования. Ну, извините меня, стандарты образования, где именно. Ну, стандартные, если говорить про образование, стандарты образования, они должны быть общими, наверное, для всех. Да, ну, вот я и говорю, если там в управлении сидят 2 человека всего, да, специалиста, остальные все бухгалтеры. Там, да, политики нету, да? Там, что они делают, получается? Что они делают, да? Что они могут сделать на весь район? Где там 20-30 школ, да? Честно, не знаю. У Минобраза нет полномочий назначать директора, да? Соответственно, Минобраз, в школе какой-нибудь творится какой-то беспредел. Минобраз хает. Выговора директор избран, избирающая должность. Нет, его назначает аким, директора. Проходят же, они экзамены проходят. Ну, назначает аким. Ага. Экзамены проходят, назначает акимиат. И они не могут, Минобраз не может не снять, ничего не сделать, потому что это номенклатура местной власти. В городе вообще ситуация сложная. Городские директора школ
извините На меня. своем Можно это уровне. все вырезать, конечно, Да, 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 чтобы- да. но я тебе говорю просто как пример, да, Мгм. чтобы понимала, да, что насколько все фрагментировано, да. Каждый как бы свое не хочет потерять свои рычаги управления какие-то, да, на местах. Вот Минздрав хочет там районных территориальных. Я говорю, вам зачем они нужны? Чего вы там будете? Они будут статистику собирать. Буквально недавно, да, в Аше или где я разговаривала то ли с бывшим директором, то ли с нынешним директором Союза МСУ. И прям вечером за ужином, и там такой яростный спор был. Ну, я же выходит из пробации, и... Чай можно? Да, конечно, давайте. Именно их смущал вопрос того, что какие-то функции пробации были переданы местным органам, то ли самоуправления, то ли не помню Это кого. вообще ужас. И вот таких коллизий, они говорят, да, вот таких моментов так много, как я могу помочь человеку, который вышел по пробации, да, например, да, то есть Как я должен его контролировать? я не участковый, у меня прав даже нет. Ошо, да. Ушел момент айтоткана, и другой вопрос у них был, у меня возник, по крайней мере, да, то есть им нужен представитель пробации. Вы говорите, зачем им представители госорганов в данной местности, а у меня встает защита к тому, что как раз-таки нужен представитель госорганов в данном районе. Это надо смотреть, По изучать. контексту, да. Да, потому что таких вопросов очень много. Получается, у нас законодательство в том-то и дело. Очень многих законов, да, какие-то, вот есть закон о местном управлении, где четко определен перечень вопросов местного значения, да, 28 там вопросов, по-моему, да, это чисто только местная власть решает. Но 150 законов, по-моему, в которых есть еще иные полномочия, которые определены этими законами. И органы местного управления. Попробуй собери их. Да. И органы местного самоуправления, и органы местного. А что конкретно? Как? И органы, и все путаются, и по факту надо делать оценку. Вот это все, что прописано, оно реально работает или нет? Если под это финансирование, под это механизмы есть ли это, потому что он же тоже не может 150 законов одновременно исполнять и по ходу еще и хозяйством заниматься. Это уже вот инструкции Не к только исполнению этих законов. не Да, только инструкции, это вообще целесообразность, смысл всего этого, да? Это раз. А во-вторых, тогда зачем госорганы, если они этим занимаются? Пусть госорганы это делают. Либо тогда усиляет местный уровень, и финансирование же под это не уделяется. Есть делегированные полномочия, которые, это и то только по статистике, по-моему, там платят Нарстатком там, за специалиста по статистике, который сидит в Айлюкмуту. И все. А куча других делегированных полномочий. Вот тут именно вопрос со специалистами и вопрос с финансированием. Помимо этого, в целом система, для чего это нужно? Зачем на местный уровень 150 законов передавать? Они даже не знают, что это у них положено, да? Понимаете, они что же говорят, вот нам приходит поручение с администрации президента организовать, тут приедет эта группа, организовать все, там, показать все. Это человеку сидеть и смотреть, какие законы вышли и где нас прям... Они даже не знают, да, что... И вот, говорят, и какие на центральном уровне, на местном уровне тоже 70% времени это уходит на что? На исполнение поручений сверху, на отчетность, на всякую... Там вот вопрос отчетности тоже получается. Айлюкметту сверху спрашивает, Аким, дайте мне информацию по вот этому. Областное полномочный представитель говорит, по тому же вопросу дайте мне вот в таком разрезе. Министерство просит, дайте мне в таком разрезе. Просто, возможно, стоит это все структурировать. Например, да, если в случае учителя, как может Айлюкмет помочь? Он может выделить ему землю, может выделить дом, может быть выделить какие-то плюшки, да, свои, да. То же самое с врачами. Ну, в целом... Это уже другое. Это уже другие моменты. То есть финансирование, структурирование в данном случае. Тем более в части выделить землю, там это сейчас там такая проблема в регионах. Там другие подходы должны быть, да? Другие подходы. Да, немножко другие. Почему это все надо вешать на одну комнату? А Айлюкмет сказали, вот тебе 150 учителей, найди всем землю, построим всем дома, что ли? А откуда я возьму деньги, извините меня? У меня бюджет там всего лишь 100 миллионов, допустим, да? У нас сколько там дотационных Айлюкметов, которые сами не зарабатывают, да? Тогда финансирование уделяйте. То есть, опять же, вопрос четко, кто за что отвечает. Вот это самая большая проблема. И если он за это отвечает, есть ли у него под это соответствующий инструментарий, персонал,
механизмы и деньги. Так мы медленно переходим к теме местных инициатив и их поддержки. Что тоже было недавно, да, по-моему, если вы не в курсе. Я не в курсе. Государство сейчас поддерживает местные инициативы, маленькие такие бизнесы, которые самостоятельно пытаются что-то заработать на грантовой основе, какие-то суммы ему дают. Это, по-моему, Нет, это сейчас другое. пилотное. Нет, а это же зарабатывание. То же Не, самое. это Если другое. эти деньги остаются в этом же районе, Это другой вопрос. Это, по-моему, этот социальный контракт. Это Минтруда. Минтруда, получается, всю жизнь я говорил тоже им, когда они были Министерством соцобеспечения, да, социального развития. Они всю жизнь отчитывались количеством малоимущих, количеством выплаченных пособий. С каждым годом оно росло. Я говорю, вы Министерство развития или Министерство выдачи денег, Министерство пособий? Вы же должны какие-то действия предпринимать, чтобы сокращалось количество получающих пособий. Да. То есть у вас миссия другая, а не просто отчитываться количеством выплаченных пособий, да, количеством малоимущих. Вот сейчас они как бы, вот это одна из инициатив, то есть активное содействие выводу из положения малоимущих, это вот социальный контракт. То есть они дают там 100 тысяч сомов, что ли, там, как Да, социальный, небольшие суммы, да, чтобы социальный какой-то контракт, бизнес. да, под что-то, да, там они там помогают им разработать, помогают. И да, это идет. То есть это одна из мер, это только одна из мер вывода людей из состояния малоимущества. Да? Потому что вклад в это активное, да, содействие, он намного эффективнее, нежели трата государственных денег на поддержание там, их уровня жизни.